Прошу всех встать. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Представитель Министерства культуры, встаньте, пожалуйста. Представитель Министерства культуры, встаньте, пожалуйста. Почему вы опаздываете на процесс, задерживаетесь столько? Вы должны были отложить ваше посещение прокуратуры. Это не имеет значения. Вы задержали начало судебного процесса на 15 минут. Вам замечание и доложите своему руководству, чтобы он знал, каким образом нужно организовывать вашу работу, что в данном случае является важнее. Садитесь. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающихся сторон Арыкова и Алмазбекова и ввиду отсутствия возражения представителя Джогор Кенеша. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Арыкова, представляющего интересы общественного объединения «Правозащитное движение Бирдуйно Кыргызстан» Алмазбекова и Куатбекова о проверке конституционности нормативного положения части 2 статьи 5, выраженного словами «за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона» и статьи 6 закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева при участии секретаря судебного заседания Талайбекова. Ахмат Талайбекович, доложите о присутствии вызванных участников заседания. На сегодняшнем судебном заседании присутствует директор общественного объединения «Правозащитное движение Бирдуйно Кыргызстан» Исмаилова Толейкан Асаналиевна, представитель указанного общественного объединения по доверенности Арыков Тимур Джеңишбекович, а также Алмазбеков Телек Алмазбекович. Представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики со стороны ответчика Исранов Самат Кыштобекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Джаманкулов Азамат Маратович. И представитель Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Аджибаев Фархат Бурканович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Ясно. Исмаилова Толейкан Асаналиевна, прошу, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и место работы. Доброе утро, Ваша честь, уважаемые члены Конституционного суда, уважаемый председатель. Меня зовут Толейкан Исмаилова, Толейкан Асаналиевна Исмаилова. 17 июня 1954 года рождения. Я родилась в Иссыкульской области, село Сарой, Иссыкульского района. Проживаю в Бишкеке, работаю директором общественного объединения Бирдуйно Кыргызстан. Присаживайтесь. Спасибо. Арыков Тимур Джеңишбекович. Добрый день. Арыков Тимур Джеңишбекович, 6 января 1985 года рождения. Проживаю в город Бишкек. Работаете? Осуществляю индивидуальный предприниматель. Присаживайтесь. Алмазбеков Телек Алмазбекович. Доброе утро, уважаемые судьи Конституционного суда. Алмазбеков Телек Алмазбекович.
Дата рождения 16 июля 1993 года. Адрес проживания город Бишкек. Работаю юристом в правовой клинике Адилет. Присаживайтесь. Сранов Самат Кыштыбекович. Самат второй. Я Сранов Самат Кыштыбекович, 5 мая 1987 года рождения. Место рождения Нарынская область, Чунгасский район. Нисана, 30, город Бишкек. Я работаю постоянный представитель Джогор Кенеша в Конституционном суде. Присаживайтесь. Молдубаев Алмазбек Тавалдыевич. Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец города Бишкек. Работаю постоянным представителем президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Джаманкулов Азамат Маратович. Здравствуйте, уважаемые судьи. Джаманкулов Азамат Маратович, 1986 года рождения, проживаю в городе Бишкек, Работаете? работаю в Министерстве юстиции, Кем? начальником управления по законодательству в сфере государственного управления и правоохранительной системы. Место жительства назвали, да? Да. Ага, присаживайтесь. Аджибаев Фархат Бурканович. Я прошу участников полностью давать информацию, не дожидаясь вопроса. Я, по-моему, с самого начала пояснил, какую информацию вы должны предоставить. Ведется запись всего процесса, и это будет храниться в деле. Поэтому я прошу учесть этот момент. Да, пожалуйста. Добрый день, доброе утро, уважаемые судьи. Аджибаев Фархат Бурканович, год рождения 21 октября 1990 года рождения, проживаю в город Бишкек. Работаю заведующим отделом правообеспечения Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Так, уважаемые коллеги, есть вопросы по документам? Доверенность посмотреть. Доверенность у всех есть? Есть ли вопросы? Есть вопрос. Да. Включите микрофон. Какого? Аджибаев, да? Вот здесь у вас доверенность, она в общем такая, да? Вы как бы здесь не выделено, что вы, значит, доверенность дана вам для представления министерства в Конституционном суде. У вас, в общем, во всех государственных, судебных, правоохранительных, административных, почему-то вы выделили ПССИ, а Конституционный суд здесь не выделен. Вы же являетесь руководителем подразделения правового, да, в том числе, да? Тем более заведующий отделом. Вы должны понимать, что тем более в Конституционном законе о Конституционном суде отдельно прописано, как это все должно оформляться. Так? И вы участвуете все-таки не в обычном суде, вы участвуете в высшем судебном органе по конституционному контролю. И по этому поводу вы должны очень четко формулировать, какие полномочия вам в связи с этим предоставляет государственный орган, уполномоченный государственный орган по тому вопросу, который мы здесь рассматриваем. Еще одно вам замечание. И это там правила документооборота, они не могут быть выше конституционного закона. И вы должны это понимать, как заведующий этим отделом. Садитесь. Ладно, мы допустим сегодня к судебному заседанию, поскольку вы представляете государственный орган в качестве третьего лица привлеченный, да, информация которой для Конституционного суда является важной в данном случае. Имейте в виду на будущее. Исмаилова Тулякан Асаналиевна, Арыков Тимур Дженишбекович, Алмазбеков Тилек Алмазбекович, Сранов Самат Кыштыбекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности.
В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или либо частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявить отвод судье или судьям. Толикан Асаналиевна, вам ясны ваши права и обязанности? Прошу включить микрофон. Я уже предупреждал, что ведется стенограмма. Ясны, Да. уважаемый председатель. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судьи? Нет, не имеется. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет. Присаживайтесь. Арыков Тимур Дженишбекович, вам ясны ваши права и обязанности? Ясны? Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Не имеется. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет. Присаживайтесь. Тилек Алмазбекович, вам ясны ваши права и обязанности? Ясны? Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет. Имеется ли у вас дополнительные ходатайства? Нет. Присаживайтесь. Самат Кыштубекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно, уважаемый суд. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Не имеется. У вас есть ходатайство? Нет дополнительных ходатайств. Присаживайтесь.